Здравствуйте! И сегодня у нас разбор материалов об эвакуации советской промышленности во время Великой Отечественной. Мы посмотрим на это через призму Кыргызстана, опираясь на статью «Станрадер». И вот сразу, знаете, главный момент из источника. Он как бы ломает стереотип, что это была не какая-то паника, хаос. Да, вот это представление, что оборудование выгружали чуть ли не в чистое поле. Источник как раз утверждает, все было иначе. Ну или совсем не так. То есть заранее готовились. Именно. Вот американский журналист Сайрус Сульцбергер, он еще в 1942 году, представьте, назвал это одной из величайших страниц истории. И отметил, что перевод промышленности на восток был подготовлен. И действительно, подготовка началась задолго до 1941 года. Насколько задолго? Ну вот смотрите, еще в 1923 году Совет труда и обороны СТО, был такой орган, принял положение об эвакуации. И уже тогда определили зоны. Киргизская АССР, тогда она была частью РСФСР, вошла в среднеазиатскую зону. 23-й год. Это ж почти за 20 лет до войны. Да. А первый конкретный план – это уже 1926 год. И вот что важно. К началу 1941-го в тылу успели построить около 2900 так называемых предприятий-дублеров. Дублеров. Что это значит? Это, по сути, готовые корпуса, уже с коммуникациями. Они как бы ждали своего оборудования. Так что миф об экспромте, он тут как-то не складывается. Хорошо. Значит, планировали заранее, операция масштабная. А кто руководил? В статье упоминается Совет по эвакуации, Каганович во главе. Создан 24 июня 1941-го. Но тут же говорится, что некоторые члены Совета потом вспоминали, мол, готовых планов-то и не было. Как так? Вот это очень интересный момент. Есть версия, она изложена в статье, что этот Совет по эвакуации мог быть своего рода прикрытием. Дымовой завесой, так сказать. Прикрытием. А кто же тогда реально? А реальное руководство, по данным источника, шло через ГКО, Государственный комитет обороны. Его создали 30 июня, Сталин во главе. И вот за саму организацию эвакуации промышленности, как утверждает материал, отвечал Лаврентий Берия. Берия. Но его же обычно связывают с НКВД. Силовые структуры, репрессии. Да, но Берия был не только главой НКВД. Он был членом ГКО, зампредом Совнаркома. И он курировал как раз и НКВД, и целый ряд важнейших промышленных наркоматов. Министерств по-нашему. Источник предполагает, что его вот эту ключевую роль в организации перевозок, в логистике просто замалчивали. По политическим причинам, видимо. Неожиданный поворот. Там даже история приводится про директора Уралмаша Музрукова, очень показательная. Расскажите. У него сломался какой-то уникальный пресс. А второй такой же, эвакуированный из Краматорска, он где-то потерялся в пути. Представляете, тысячи эшелонов идут по стране. Катастрофа для производства. Конечно. И вот Музруков уже в отчаянии звонит Берии напрямую. И тот, как пишет источник, за одну ночь через чекистов, через НКВД нашел все вагоны с частями этого пресса среди сотен, тысяч других поездов. За ночь! Это говорит о невероятном уровне контроля, да, над всеми перевозками. Именно. О тотальном контроле и координации со стороны НКВД. А каковы были масштабы самой эвакуации? Сколько предприятий переехало? Масштабы, конечно, колоссальные. Вот смотрите, только за вторую половину 1941 года почти 2600 предприятий эвакуировано. Из них 308 отправились в Казахстан и Среднюю Азию. А Киргизская ССР приняла 66 заводов и фабрик. 66. Это огромная цифра для республики. Что это были за предприятия? Самые разные. Вот, например, Бердянский машиностроительный завод, Никитинский ртутный комбинат из Донбасса, много легкой промышленности из Одессы, Харькова, Ростова, сахарные заводы с Украины, а еще 5 угольных треста из Донбасса объединили и получился трест Киргизуголь. И как быстро они смогли, заработать на новом месте, фронту же продукция нужна была срочно.
Вот это, пожалуй, самое удивительное. В среднем через 1,5–2 месяца они уже начинали давать продукцию. 1,5–2 месяца? С нуля практически. Ну да. Станки, вооружение, обмундирование. Вот производство шинельного сукна, пишут, наладили всего за 2 дня. Представляете? Обувь, продукты питания. И вот эти эвакуированные предприятия, они же и стали основой послевоенной индустрии Кыргызстана. То есть все эти известные заводы имени Ленина, имени Фрунзе. Да-да, и Фрунзенская кинафная фабрика, Ожский шелкокомбинат — это все, по сути, наследие той эвакуации. Получается, это была не просто эвакуация ради спасения, а какой-то толчок к развитию. Индустриализация, по сути. Совершенно верно. И не только промышленность же переехала, наука тоже. 12 вузов, целые институты Академии наук СССР, и вот на их базе уже в 1943 году создали киргизский филиал Академии наук СССР, а в 1954 он стал полноценной Академией наук Киргизской ССР. То есть и научный потенциал резко вырос. Безусловно. В статье, кстати, отмечают и местных организаторов. Первого секретаря ЦК Вагова и особенно главу правительства Совнаркома Тарабая Кулатова. Он бывший шахтер, ему всего 30 лет было, когда он правительство возглавил. Ну да. Значит, война при всех ужасах для Кыргызстана стала, как бы катализатором развития. Можно и так сказать. Михаил Калинин тогда назвал это настоящей промышленной революцией для Киргизской СССР. Так что да, анализ этого источника показывает эвакуацию не просто как трагическое бегство, а как сложнейшую операцию, во многом спланированную, которая изменила экономику, и показала невероятную способность к мобилизации. Вот такой, глубокий и во многом неожиданный взгляд на события тех лет. На этом, пожалуй, наш сегодняшний разбор можно завершать. Да. И вот, может быть, в завершении такой вопрос для размышления. Он как бы вытекает из того, что мы обсудили. Если в тяжелейших условиях войны страна смогла осуществить такие масштабные проекты, такую мобилизацию, то что позволяет или, наоборот, мешает использовать похожий опыт планирования, мобилизации для решения больших задач, уже в мирное время?